Всем привет! Сегодня без долгих вступлений. Бундеслига и Ла Лига планируют вскоре вернуться. Сону предстоят непростые учения в войсках Южной Кореи. Реал дал ответ на слухи о возвращении Роналду, а Холланд попробовал побить рекорд Криштиану в новом челлендже. Посмотреть есть что. Согласны? Сегодня вам непростое задание. Напишите в комментах Алириза Джаханбахш с закрытыми глазами. Посмотрим, что получится. И давайте хоть немного повеселимся и улыбнемся. Все же времена сейчас тяжелые, сами понимаете. Ну а сейчас заряжайте видео лайком, мы начинаем. Роналдиньо перевели под домашний арест. Он внес залог в 1,6 миллионов долларов, сообщает АС. Бундеслига планирует пускать на матчи 239 человек, в том числе 30 журналистов и 4 болбоя, передает Билд. Санчес не уйдет из МЮ, если ему не предложат 500 тысяч фунтов в неделю, инсайдит ESPN. Серия А может провести общий сбор в Риме и доиграть сезон в столичном регионе, пишет Ла Република. Официально Томас Мюллер продлил контракт с Баварией до 2023 года. Владельцы Ливерпуля лично решили отказаться от участия в госпрограмме из-за репутационного ущерба, делится The Athletic. Представитель Милана провел встречу с агентом Давида Силвы. У испанца летом истекает контракт с Ман-Сити, передает издание Sempre Milan. Бомба от The Guardian. FIFA сменит хозяина проведения ЧМ 2022 из-за вероятного подкупа со стороны Катара. Головин – самый прогрессирующий игрок Лиги 1 по версии портала The Score. В АПЛ Трауре в серии А Смолинг. Барселона решила не продавать Каутиньо менее чем за 90 миллионов евро. Обновка информации от Sport.yes. Арсенал включился в гонку за подписанием хавбека Лиона Уссема Ауара. Манчестер Сити и Ливерпуль также интересуются футболистом, пишут английские СМИ. Бомба от Mirror. Кайл Уокер больше не будет вызываться в сборную Англии из-за скандала с приглашением проституток домой. МЮ может потерять 116 миллионов фунтов, если сезон отменят. Ман-Сити может потерять 109 миллионов, Ливерпуль 102 миллиона, сообщает Daily Mail. Милан готов заплатить за Лукаса Торрейру 35 миллионов фунтов, инсайдит Корриера делла Спорт. Реал хочет сократить игрокам зарплату на 12%, если сезон доиграют, на 20%, если нет, пишет Кадена Сер. Мане – лучший игрок АПЛ этого сезона, Месси – лучший игрок Ла Лиги, Ди Мария – лучший в Лиге 1, Иличич в серии А, по версии The Score. Чемпионат Нидерландов хотят возобновить 19 июня, передает Football International. ПСЖ намерен воспользоваться опцией выкупа контракта Икарди у Интера, информирует Корриера делла Спорт. Топ-менеджеры Ливерпуля урезали себе зарплату на 25% и не объявили об этом, чтобы не давить на игроков, сообщает The Athletic. Тони Кроус в интервью SWR Sport выступил против сокращения зарплат футболистов. Инсайд от L'Équipe. Лион планирует продать Муссу Дембеле. Нападающим интересуются МЮ и Челси. Легендарный баскетболист НБА Тони Паркер может стать новым президентом Лиона. Об этом рассказал нынешний президент ткачей Олас в интервью L'Équipe. Шальке не сможет выкупить контракт Тодибо за 25 миллионов евро из-за кризиса. Об этом рассказал спортивный директор клуба Йохан Шнайдер в интервью Кикер. Ла Лигу могут возобновить с 29 мая. Матчи будут проходить каждые 72 часа без зрителей, информирует АС. Жозе Мауриньо провел групповую тренировку с Домбеле, Давинсоном Санчесом. ЦСКА договорился о снижении зарплат на 40% в марте и на 50% в апреле и мае, пишет Спорт24. Барселона интересуется защитником Милана Тео Эрнандесом, инсайдит Марка. РПЛ может провести оставшиеся матчи сезона без зрителей, передает ТАСС. А мы переходим к самым интересным новостям выпуска. Стало известно, чем будет заниматься Сон Хэн Мин в войсках Южной Кореи. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя корпуса морской пехоты Южной Кореи, в ходе военных сборов Сон будет подвергнут воздействию слезоточивого газа, проведет учения с открытым огнем и отправится в 30-километровый марш. Также представитель ведомства заявил, что Сон пройдет укороченную версию лагеря. Его обучат военной дисциплине, а также футболист пройдет боевые учения с химическим, биологическим, ядерным оружием.
Брайане. Ух, и непростой месяцок будет у нападающего Тоттенхэма. Реал не планирует возвращать форварда Ювентуса Криштиану Роналду. Идея о возвращении португальца не вписывается в спортивную политику клуба, отмечает АС со ссылкой на источник в руководстве Реала. Президент мадридцев Флорентино Перес ценит Роналду за его вклад в историю команды, но его время уже прошло и спортивные задачи стоят другие, цитирует издание «Источник». Друзья, как думаете, Роналду бы не подошел нынешнему Реалу? Эрлинг Холланд принял участие в челлендже, который запустил Криштиану Роналду. Вслед за португальцем Эрлинг выполнил на скорость упражнение на пресс. В положении лежа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. Норвежец выполнил 124 повторения, уступив Роналду, который сделал 142 раза. Криштиану вызов принят. 124 повторения за 45 секунд. Неплохо, правда? А какой результат у вас? Подписал видео Холланд.